Ребята, сейчас стрельнем по открытой А. Что это означает? Я выбрал локацию таким образом, чтобы вы могли видеть, как мишень А полностью практически открытая, но скорость у нее чуть-чуть выше средней. Поэтому для того, чтобы ее попасть, нужно произвести действие одно – смотреть на мишень. Ловушка заключается в том, что если вы будете программировать себя, словно как чат GPT запрограммировал, и он как робот делает то, что ты делаешь. Человек, подобно этому примеру, он независимое существо, он может выполнять независимо то, как что-то может помешать или вклиниться. Поэтому не стреляйте, ребята, по программе, именно работал бы словно робот или был какой-то автоматизм. Потому что мишень меняется, ребята. Траекторию невозможно высчитать вплоть до точных координатов. Ветер может подуть, пружина может ослабиться или что-то, но относительно всегда мишень будет лететь чуть выше, чуть ниже, она не будет лететь 100% по заданной траектории. Поэтому нам ничего не приходится сделать, как выполнить рецепт или технологию, смотреть только на мишень без этой ловушки. Эту ловушку трактую я, потому что у меня это работает, и действительно, если оно работает и приносит пользу и хлеб, я рад помогать и донести до вас простыми словами, как можно сделать таким образом, чтобы ее легче попасть. Поэтому не программируйте себя, что вы будете там на обгоне стрелять, на проходе стрелять или от мишени. Вы выработаете, ребята, упреждение, если вы будете смотреть хорошо в мишень. Давайте это сейчас продемонстрируем. Без этой программы роботичной и этой автоматической хрени. Сейчас есть какой-то ветерок, мишень будет меняться. Давайте посмотрим сейчас просто посмотрим. Давайте посмотрим мишень А. Дай. Вот, смотрите. Бум. Время жизни мишени, ну где-то тоже 2 секунды буквально. Раз, два. Поэтому, чтобы ее легко и выгодно попасть, не стреляем по программе, а стреляем гибко по ситуации, ребята. Для этого нам нужно просто смотреть мишень. И отходить столько вы посчитаете осознанно. Вот, давайте сейчас стрельнем. Я сейчас захватываю мишень. Поль. Вот она летит, захватываю. И выстрел, друзья. Ой, какой вкусный порох. Вы видели. Еще раз давайте повторим. Для этого нам нужно комфортно встать, стрелять по ситуации. Конечно, я примерно стреляю на 11 часов. И моя задача смотреть только на мишень и действовать осознанно, как она мне покажет свой путь. Поль! Вот она летит. И мы выстреливаем. Спасибо. Сейчас мы стрельнули с вами по мишени Б. У нас есть точно такая же мишень, похожая. Это мишень Б. Давайте просмотрим ее вместе. Пол. Раз, два, три. 3 секунды жизни. Тоже полуоткрытая мишень. Но, ребята, она уже не летит как бы в угон, да? Она летит уже как будто слева направо и падает. Примерно от меня 12:00. Поэтому мы стреляем ее правильно, точно так же. Мы стреляем по ней по ситуации, не программируя себя. Там пуловые это значит от мишени всегда находиться. Нет, ребята, мы упрощаем стрельбу тем, что мы стреляем храбро, осознанно и смотрим только на мишень. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Давайте это продемонстрируем. Заряжаем патрон. Становимся. У нас красная мушка так и норовит, чтобы я на нее смотрел. Но время жизни очень мало, поэтому смотрю только на мишень. Бей.
Поль! Вот она летит. Смотрим на мишень. Видите, снес вверх. Я попал не центром осыпи. Немножко был удивлен, потому что мишень полетела, ребята, честно. Я ее попал. Там 3-4 дробинки. Но я не попал центром. Мишень полетела, словно начала парить по ветру вверх. Она ушла до этого вниз, летела секущей. А сейчас она полетела вверх. Хорошо. Ну, конечно, я в данный момент и контролирую камеру, контролирую ружье в данный момент. Вот. Но моя задача сейчас из большой мешанины только сделать одно. Как якут просто выбирает один алгоритм. Смотреть на мишень. Поль! Вот мишень летит. Вот. Сейчас я попал в нее практически центром. Видите, как работает рецепт и технология, когда человек ориентируется не по стволам, ребята, как на нарезном, а ориентируется по мишени. Вы, наверное, не раз наблюдали, когда стреляешь по гусям, гуси словно как ракета взмывают вверх на такой большой скорости, что просто не хватает времени даже иногда выстрелить 5 раз. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Не успеваешь. Это просто миг. И человек не успевает. Поэтому в данном случае, ребята, всегда исходите гибко из ситуации, смотря только на мишень. Это есть самый верный способ. Конечно, новичкам требуется приноровиться к ружью, приноровиться к стрельбе, к мышечной памяти. Но это как бы есть определенный градиент, определенная ступенька. Градиент называется ступенька. Чтобы потом перейти на другую ступеньку, когда вы прошли эту ступеньку, вы уже можете делать следующее. Давайте еще раз стрельнем. Видите, как стрельба заманивает. Вот давайте сейчас стрельнем еще раз по А. Только смотрите, мы усложняем. Мы стрельнем, ребята, дуплет. Мы сделаем А плюс Б. А плюс Б. Смотрите, сейчас я стрельну. Как я стреляю по А, как я стреляю по Б. Алгоритм очень простой. Нужно взять одно, чем кашу. Смотреть только на мишень. Поль. Вот. Как вы видели, ветер поднялся немножко. Надеюсь, звук мой слышно. Все попадается, ребята, очень легко и очень просто. Наша задача все это упрощать, чтобы не было сложного. До скорой встречи. Увидимся.